первом совещании с руководителями региональных инновационных площадок. В самом начале мне хотелось бы ознакомить вас с планом проведения нашей сегодняшней встречи, и мы с вами планируем обсудить сегодня современные тенденции организации инновационной деятельности образовательных организаций, основные формы диссеминации опыта региональных инновационных площадок и также информацию о тех профессиональных конкурсах, в которых могут принять участие как отдельные педагогические команды, отдельные педагоги, так и, собственно, сами образовательные организации. Начнем мы с вами с первого вопроса, который касается современных тенденций организации инновационной деятельности образовательных организаций. И в первую очередь давайте дадим сначала, в общем-то, характеристику инновационной инфраструктуры, которая сложилась на настоящий момент в Республике Коми. Она связана с сегментом как раз образования, и я попытаюсь дать характеристику этого сегмента, и, соответственно, мы начнем именно с того, а что такое инновационная инфраструктура. По сути, исходя из данного определения, мы с вами видим, что это множество субъектов инновационной деятельности, генерирующих и разрабатывающих новшества, выполняющих функции поддержки, содействия инновационным процессам и стимулирования инновационной активности в региональной системе образования. Нужно отметить, что в настоящий момент в региональной системе образования функционируют федеральные инновационные площадки, функционируют региональные инновационные площадки и функционируют опорные школы. Также нужно отметить, что функционируют и муниципальные площадки, которые фактически в настоящий момент, исходя из положения республиканского положения региональной инновационной площадки, практически не учитываются. То есть им присваивается данный статус, но, по крайней мере, их деятельность уже не подотчетна Республиканскому экспертному совету, а только лишь муниципальным органам управления образованием. Почему так, может быть, показаться мало региональных инновационных площадок в настоящий момент функционирует? Дело в том, что целая волна, так скажем, проектов, программ были предложены в 2018 году, и естественным образом уже в 2021 году данные проекты, данные программы исчерпали свою реализацию. Часть образовательных организаций, имевших непосредственно статус региональных инновационных площадок, продолжили свою деятельность, представив новые проекты программ и получив при этом непосредственно также статус региональной инновационной площадки. Нужно отметить, что среди 5 региональных инновационных площадок у нас представлено в данном случае они одной средней общеобразовательной школы, это город Воркута, средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением длинных предметов, ее номер 40. И все остальные образовательные организации представляют собой именно начальную, самую первую ступень образования, то есть представляют дошкольное образовательное учреждение. Если говорить о направлениях деятельности региональных инновационных площадок, то они в основном сконцентрировались в отношении 2 ведущих направлений. Это развитие инженерно-технического воспитания и образования детей и подростков, а также это развитие этнокультурного, в общем-то, практик этнокультурного образования и воспитания, в первую очередь, дошкольников. И, конечно же, это связано с владением или, наоборот, не владением данной когорты возрастной, да, титульным языком, то есть коми-языком. В настоящий момент продолжают функционировать, но также в 2021 году завершат свое функционирование 7 образовательных организаций республики, имеющих статус опорной школы. Я напомню, Министерством образования проводился грантовый конкурс, где каждое образовательное учреждение Республики Коми могло в данном случае представить какую-либо программу, либо проект, фактически пройти конкурсный отбор и получить непосредственно грантовую поддержку в течение 3 лет, реализовать в данном случае эту программу и транслировать ее основные результаты, инновационные продукты и так далее.
Обращаю ваше внимание, что потенциально этот проект функционировать в 2022 году не будет, и поэтому опорные школы, у которых возникли в данном случае идеи относительно продолжения или развития собственных уже реализованных проектов, могут непосредственно представить их уже в рамках иной процедуры, связанной с присвоением статуса региональной инновационной площадки. Ну а относительно федеральных инновационных площадок, нужно сказать, что их достаточно много. Они представлены в основном организациями дошкольного образования, то есть дошкольные образовательные учреждения, и частично это организации общего образования. Так, в 2021 году весной, в частности, порядка 10 образовательных учреждений, образовательных организаций именно дошкольного и общего образования получили статус федеральных инновационных площадок, приняв участие в конкурсном отборе на присвоение данного статуса Института семьи и детства. Фактически в настоящий момент Институт развития образования, Коми Республиканский институт развития образования также получил статус федеральной инновационной площадки в этом направлении. И нужно отметить, что, по сути, образовательные организации уже в самостоятельном инициативном порядке участвовали непосредственно в конкурсах, по результатам которых им присваивался статус федеральной инновационной площадки. Такие организации у нас есть в Сыктывкаре, у нас есть, насколько мне известно, в Иркуте и так далее. То есть фактически таких организаций достаточно много. Это если говорить об инновационной инфраструктуре. В целом, некую подоплеку относительно того, как она развивается в целом и что для нее, какие тенденции для нее, конечно же, характерны. Нужно отметить, что научно-методическое сопровождение, информационное сопровождение, координацию деятельности региональных инновационных площадок осуществляет Коми Республиканский институт развития образования. Именно на него возложены данные функции по проведению предварительных процедур перед экспертизой программ проектов, по сопровождению, по назначению научных руководителей и так далее, и так далее. Нужно отметить, что, в общем-то, в республике сложилась так называемая, наверное, инициативная модель, в общем-то, организации региональных инновационных площадок и в целом организации инновационной деятельности образовательных организаций. Чем это обусловлено? Это обусловлено тем, что, в общем-то, инициация инновационного проекта программы у нас осуществляется чаще всего именно от образовательной организации. То есть фактически заявителем выступает чаще всего отдельное образовательное учреждение, отдельная образовательная организация. Нужно сказать, что большая часть подобных программ и проектов у нас возникает именно в городской, так скажем, агломерации, то есть большая часть РИП, большая часть ФИП и так далее, опорные школы функционируют именно у нас в городской местности. И нужно отметить, что именно все институты инновационной деятельности в системе образования Республики Коми являются активными участниками самых разных проектов, участниками в данном случае конкурсного движения и не только. Это подтверждается многочисленным участием педагогических работников в мероприятиях самого разного уровня, начиная от учрежденческого, муниципального, ну и тем более регионального и федерального. Фактически в данном случае минимизированы внешние, так скажем, предложения, которые могут поступить для образовательных организаций, могут быть для них, например, интересными с точки зрения организации взаимодействия между внешним субъектом, относящимся в том числе к системе образования. Что я имею в виду? Например, это организации профессионального образования, которые фактически достаточно активны в этом отношении, например, в иных субъектах Российской Федерации, где возникают подобные коллаборации между определенными научными школами, которые, в общем-то, планируют внедрение или апробируют новую, так скажем, какую-то методику либо программу, в целом инновацию в системе образования, и, соответственно, часть организаций выступает соисполнителями данного проекта и так далее. Чем это можно объяснить? Это можно объяснить, наверное, в первую очередь отсутствием достаточно развитых научных школ, именно педагогических, которые функционировали бы в данном случае на территории Республики Коми, которые бы в этом отношении характеризовали всю систему профессионального образования.
Ну, нужно отметить, что в опыте республики такой опыт был. Мы можем вспомнить непосредственно реализацию программы Парма, мы можем вспомнить работу в данном случае по развитию иноязычных компетенций и так далее, присвоению, например, английского, немецкого языка и так далее в условиях поликультурного образования, поликоммуникативной образовательной среды и так далее. То есть такой опыт действительно был. И поэтому чаще всего действительно ФИП, то есть федеральными инновационными площадками, у нас становятся образовательные организации, которые принимают как раз внешние предложения, то есть федеральных институтов, каких-либо проектов, программ и так далее. Это то, что непосредственно свойственно для нашей модели. С другой стороны, нужно отметить, если характеризовать инновационную инфраструктуру, то в целом институциональная модель, которая, в общем-то, организуется у нас в инициативном порядке, также имеет ряд как преимуществ, так и определенных, так скажем, недостатков. В первую очередь нужно, конечно же, обратить внимание на преимущества. Это то, что действительно институциональная модель позволяет нам видеть всю структуру, всю инновационную структуру, сложившуюся в субъекте в целом. Однако, как я уже отмечал и подчеркивал, у нас не учитывается уровень муниципальный и не совсем учитывается, согласно существующей, так скажем, модели, положению, утвержденным приказом министерства непосредственно, это статус федеральных инновационных площадок в целом. И, то есть их в данном случае может быть какая-то отчетность, представление или трансляция результатов и прочее, прочее. В этом отношении, посмотрите, пожалуйста, да, это, с одной стороны, и определенная, так скажем, характеристика нашей инновационной системы, и, соответственно, определенный ее, так скажем, недостаток и так далее. С другой стороны, конечно же, сложившаяся система, она позволяет нам, в общем-то, осуществлять достаточно эффективно и контролировать деятельность, и в данном случае организовывать взаимодействие между всеми субъектами. То есть между министерством, между институтом, между управлением образования, между конкретной образовательной организацией. Но в целом инициативность одной образовательной организации, по сути, не образует так называемую сеть или сетевое взаимодействие образовательных организаций, которые могли бы непосредственно принять активное участие в решении какого-то конкретного направления деятельности, работать в рамках одного какого-то проекта и так далее. То есть вот эти моменты, конечно же, когда мы говорим о совершенствовании данной модели, наверное, нам необходимо в данном случае учитывать. Кроме того, нужно отметить, что тиражирование и трансляция опыта в основном у нас осуществляется посредством организации мероприятий, так скажем, да, со стороны непосредственно института. Инициативность в этом отношении, нужно сказать, достаточно средняя. И, по сути, об инновационных продуктах, которые возникают в данном случае или разрабатываются в условиях инновационной деятельности образовательной организации, не всегда, даже внутри субъекта, так скажем, да, мы об этом знаем и прочее. То есть вот эти моменты, как правило, в основном могут, собственно, препятствовать или, по крайней мере, пока не способствовать развитию в целом инновационной инфраструктуры, в целом в системе образования в нашей республике. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что это, конечно же, пока частное мнение, поэтому оно и планировалось сегодня, так скажем, к обсуждению, но поскольку у нас не так много в этом отношении, поэтому думаю, что подобное обсуждение мы вынесем в заочную форму. На что мне хотелось бы обратить ваше внимание. Данный слайд взят мной из презентации Александра Адамского, советника, исполняющего обязанности директора, насколько мне помнится, института, связанного с сопровождением инновационных площадок. Так вот, мне хотелось бы обратить ваше внимание, что стратегическими задачами инновационного сегмента в системе образования, как здесь обозначено на слайде, очень наглядно, очень, так скажем, популярно, это обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, воспитание социально ответственной личности. И, по сути, данная государственная задача, ключевая задача, и будет определять непосредственно инновационный поиск в данном случае или инновационную деятельность, в том числе образовательных организаций.
Здесь представлен ряд документов, которые, в общем-то, определяют деятельность на разных уровнях и, в первую очередь, конечно же, на федеральном уровне. Я позволю себе обозначить их. Это указ президента Российской Федерации о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 2024 год. Хотя мы с вами знаем, что есть у нас еще и до 2036, насколько мне помнится, года и так далее. Поэтому данные документы могут стать для любой образовательной организации, находящейся на разных этапах инновационной деятельности, при планировании, например, подачи, например, заявки и так далее, при конструировании, например, в целом проекта или программы, или уже на этапе реализации, учитывать непосредственно данные цели стратегической задачи. Это программа развития образования, являющаяся государственной и реализуемой до 2025 года. И я полагаю, что по окончании этого периода естественным образом она будет пролонгирована, и ее также целевые ориентиры и задачи позволят нам сориентироваться, в каком направлении развивается образование и в каких областях и сферах мы можем непосредственно найти инновационное поле деятельности образовательных организаций. Национальный проект образования 2018 года и заседание Президиума Государственного совета по вопросу о задачах субъектов Российской Федерации в сфере общего образования. На него делается достаточно большое количество ссылок не только в отношении инновационной деятельности образовательных учреждений, но я думаю, что если вы стенограмму заседания Президиума посмотрите, то это, конечно же, связано с, в общем-то, с достижением, наверное, прорывных, так скажем, вещей, связанных с образованием вообще, да, и так далее. На что мне хотелось бы обратить ваше внимание. Мы говорили с вами, что наша главная задача – это обозначить сегодня тенденции организации инновационной деятельности образовательных организаций. И фактически мы начали с вами как раз с общей характеристики инновационной инфраструктуры, которая сложилась на территории Республики Коми. То есть дали небольшую, так скажем, да, характеристику в целом инновационной деятельности образовательных организаций. Еще раз обращаю ваше внимание, что она не является полной, она не является в данном случае какой-то, так скажем, аналитически подкрепленной, может быть, да, в том варианте предъявления, которое было. Но мне хотелось бы обратить ваше внимание на следующий документ. 1 февраля 2021 года Министерство просвещения непосредственно издает письмо. И мне хотелось бы обратить ваше внимание на некоторые извлечения из этого письма, которые как раз и обозначают те тенденции организации инновационной деятельности образовательных организаций, которые мы должны, конечно же, учесть. И которые, в общем-то, могут лечь в основу совершенствования существующих моделей, в том числе региональных и муниципальных моделей. Первое. Необходим перезапуск организационных механизмов поддержки и развития инновационной деятельности, уход от формирования только сети инновационных площадок, каждая из которых является самостоятельным инновационным элементом, но не обеспечивает в полной мере синергетический эффект от общей системной деятельности. В чем это, собственно, вылилось, так скажем, да, или что произошло в этом отношении? На самом деле федеральные инновационные площадки, которые функционировали до 2020 до 2021 года, они прекратили свое существование по решению Минпросвещения. Как отмечают специалисты, эксперты, данное решение принималось достаточно сложно, но в целом это было сделано как раз для того, чтобы перезапустить организационные механизмы поддержки и развития инновационной деятельности. Второй момент, исходя вот из того, что было уже сказано, я обращал ваше внимание на специфику региональной инновационной инфраструктуры в сфере образования. Так вот, она как раз отличается формированием самостоятельных инновационных элементов, то есть площадок, которые, в общем-то, выполняют именно как ведущие локомотивы самостоятельно всю работу и потом уже ее, так скажем, транслируют и прочее. То есть фактически мы видим, что данное положение уже, так скажем, да, предлагает нам определенным образом иначе взглянуть на существующую модель инновационной деятельности образовательных организаций. Второе извлечение, на которое мне хотелось бы обратить ваше внимание. Необходима регулярная и планомерная работа инновационной организации по отработке инновационной идеи от стадии возникновения и обоснования идеи
до стадии доведения ее до статуса рекомендованной практики и практического применения, который подкрепляется планом реализации, оформляется как статус инновационной площадки для отработки конкретных идей. Ну, во-первых, инновационная площадка, она в данном случае объединяет несколько учреждений в зависимости от уровня, конечно же, в зависимости от темы и так далее, и так далее. И здесь, в этом отношении, конечно же, мы говорим в первую очередь о том, что данный процесс может быть долговременным, то есть до 3, до 5 лет и так далее, да, поскольку сначала мы говорим о, в общем-то, стадии планирования деятельности, инновационной деятельности образовательной или образовательных организаций. И, собственно, до момента появления инновационного продукта может действительно пройти очень большое количество времени. Во-вторых, на что мне хотелось бы обратить ваше внимание. Этот тезис как раз касающийся непосредственно демонстрации, трансляции инновационных продуктов. То есть, по сути, мы как раз говорим о том, что пока практика региональных инновационных площадок характерна для, может быть, нашего субъекта, еще раз обращаю ваше внимание, это пока мое субъективное мнение, является в этом отношении мало проработано и так далее. То есть те формы, которые мы предлагаем, они, в общем-то, наверное, не способствуют в полной мере и не дают возможность представить региональным инновационным площадкам и свои инновационные продукты, да, каким-то определенным образом и, конечно же, включить или включать их уже в систему образования нашего субъекта. И третье извлечение, на которое мне хотелось бы обратить ваше внимание – необходимо трансформировать подходы к структуре сети инновационной деятельности, то есть двигаться от отдельных образовательных организаций как локальных точек развития инноваций к созданию пространства инноваций, объединяющего группу образовательных организаций в рамках одного или нескольких муниципалитетов. Объединение нескольких организаций вокруг лидера инноваций в регионе позволит развить неформальное обучение, будет способствовать повышению квалификации, позволит опробировать инновационные идеи в учреждениях с разной степенью готовности к инновациям и распространить лучшие практики для развития системы образования в целом. О чем, в общем-то, мы здесь говорим? Да? О том, что в инновационной деятельности принимают участие не только образовательные организации или могут принимать участие, да, не только образовательные организации, достигшие каких-либо, так скажем, высот, может быть, да, в поиске, в исследовательской деятельности, в реализации проектов, в их участии и так далее, но и, может быть, не имеющие даже подобную готовность, поскольку нам необходимо, конечно же, тем самым включить образовательные организации, находящиеся на разных этапах развития инновационной деятельности внутри учреждения, в данную непосредственно деятельность на уровне субъекта и в целом, как здесь полагается, на уровне федерации. И поэтому действительно объединение нескольких организаций вокруг лидера инноваций в регионе, например, да, требует от нас изменения, в общем-то, даже некоторых требований, так скажем, к предъявляемым инновационным программам, проектам деятельности региональных инновационных площадок. То есть здесь должны быть, конечно же, не только одна организация, как ведущий локомотив, но еще и другие организации, которые могут выступать непосредственно в роли соисполнителей, в роли непосредственно участников и так далее. То есть фактически это тоже должно найти отражение в, наверное, усовершенствованной, в обновленной модели организации инновационной деятельности в нашем непосредственно субъекте. Вот именно данные тенденции на данные тенденции мне хотелось бы обратить ваше внимание. Я считаю, что они являются достаточно важными и принципиальными в понимании, в том числе и в деятельности в целом нашей, так скажем, да, и, конечно же, мы должны их принять непосредственно уже не только к сведению, но и, наверное, все-таки к изменению уже наших локальных определенных документов. Далее, на что мне хотелось бы обратить ваше внимание. Вот с чем связан этот слайд как раз, да? Это связано с тем, что региональные инновационные площадки, которые прекратили по истечению, так скажем, да, срока реализации программы, проектов, свою деятельность в этом статусе, в принципе, имея, да, достаточно хорошие достижения в области инновационной и исследовательской деятельности, не только в области внедрения инноваций и так далее, могли бы непосредственно принять участие в
конкурсе на присвоение статуса федеральной инновационной площадки. Так вот, здесь как раз представлена вся дорожная карта, которую, по сути, должна пройти образовательная организация для того, чтобы этот статус в данном случае получить по итогам непосредственно конкурса. Здесь есть как раз ссылка на сопровождение всего этого процесса. Вы видите, да, что здесь нам необходимо выполнить определенные, так скажем, действия, то есть не минуя стартовые, так скажем, условия, да, которые связаны с реализацией инновационной деятельности, с планированием инновационного проекта именно на федеральном уровне, необходимость консультации экспертов, которые можно получить, да, как на уровне региона, как мы это делали, например, для школ, которые принимали участие и в проектах, и в конкурсе на присвоение статусов и так далее. Ну и, конечно же, необходимые действия, которые, в общем-то, также нужно осуществить до процедуры проведения конкурса и так далее. Институт, который сопровождает в целом образовательные организации, планирующие присвоение статуса РИП, вы можете ознакомиться с основными положениями в рамках, так скажем, самостоятельного изучения тех вебинаров, которые, и информационных материалов, которые там размещены. И вот как раз данный слайд, как и один из представленных на моей презентации, в данном случае использован именно с открытых источников, размещенных на этом сайте. И также, на что мне хотелось бы обратить ваше внимание, это в каких, собственно, сферах образования осуществляется в данном случае инновационный поиск. Вот здесь представлена лишь часть, здесь представлен второй раздел, и вы видите, что здесь данных направлений достаточно много. Я процитирую лишь несколько. Так, инновационная деятельность в сфере образования, которая направлена на совершенствование учебно-методического, научно-педагогического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования. Что сюда можно отнести, условно говоря, то есть что рассматривается в качестве перспективы. Так вот, фактически те федеральные инновационные, те региональные инновационные площадки, которые планируют в данном случае уже принять участие в конкурсе на присвоение статуса федеральной инновационной площадки, наверное, должны сориентироваться все-таки на эти направления. С другой стороны, и мы с вами, как участники инновационной, в общем-то, деятельности в системе образования Республики Коми, можем проанализировать, насколько те, так скажем, направления деятельности, которые были обозначены в приказе Министерства в 2017 году, да, сейчас актуальны, какие остаются актуальными, а какие, собственно, требуют обновления, дополнения и так далее. Итак, вы видите, что достаточно большое количество направлений связано как раз с цифровизацией образования, в частности, это внедрение, например, эффективных масштабируемых моделей образования, которые направлены на ускоренное техническое развитие детей и реализацию научно-технического потенциала российской молодежи. У нас сложилась достаточно хорошая практика развития инженерно-технического, по сути, образования. Это и Воркута, это и Ухта, и ряд других субъектов, которые фактически активно занимаются этим процессом и так далее. Поэтому, в принципе, для них это может быть как раз вот та ниша, в которой они могут продолжить свою инновационную деятельность. Реализация системы ранней профессиональной ориентации учащихся, в том числе и на IT-профессии. Внедрение в образовательный процесс современных технологий, новых методов обучения в области цифрового, гуманитарного профиля, способствующих в том числе развитию творческой проектной деятельности учащихся и шахматного образования. Ну, вы видите, что по содержанию это связано как раз именно с деятельностью точек роста. Внедрение адаптивных, практикоориентированных и гибких образовательных программ в области среднего профессионального образования. А нужно отметить, что среди региональных инновационных площадок в республике также функционировали и учреждения СПО. Разработка методологии или популяризация лучших практик наставничества среди профессионального сообщества, работодателей, населения в рамках внедрения целевой модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, а также участие в апробировании и реализации указанных моделей практик и так далее. То есть, по сути, сферы, которые здесь представлены, они достаточно разнообразны, буквально конспективно. Итак, индивидуализация образовательных траекторий, современные востребованные программы дополнительного образования,
привлечение учащихся в активную социальную практику, механизмы системы оценки качества функционирования образовательных организаций и так далее. Это управление образованием на разных уровнях и прочее, прочее. Нужно отметить, что направления, которые здесь представлены, они отчасти перекликаются с теми, которые у нас зафиксированы в данном приказе, и нужно отметить, что тогда они остаются и являются для системы образования актуальными. Но мне хотелось бы продолжить знакомство и также извлечение из той конкурсной документации на присвоение статуса ФИП, которая могла бы быть нам тоже интересна. Итак, в рамках создания условий для подготовки кадров цифровой экономики, разработка, апробация или внедрение. Например, первое для общеобразовательных организаций, новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, обеспечивающие освоение обучающимся базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс на уровнях основного общего и среднего общего образования по направлениям цифровой экономики. То есть спектр деятельности здесь очень и очень широкий. Мы достаточно активно говорим уже о так называемой цифровой дидактике, мы говорим о том, каким образом в рамках образовательных программ, платформ, наверное, правильно так сказать, мы можем выстроить и, в частности, дифференцировать, индивидуализировать образовательный процесс обучающихся с их использованием и так далее. Конечно же, с учетом требований по, так скажем, включению ребенка в систему, так скажем, IT при освоении образовательных программ и прочее. Что еще здесь может быть интересно, например, для СПО? Адаптивные, практикоориентированные, гибкие образовательные программы, это новые профили подготовки в сфере профессионального образования, обеспечивающие его модернизацию, формирование кадрового научного потенциала для цифровой экономики и так далее. Еще один раздел – это новые механизмы, обеспечивающие формирование современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающие высокое качество и доступность дошкольного, общего, среднего профессионального образования и так далее. Но отчасти вы можете сказать, что здесь достаточно много очень направлений, связанных с цифровизацией. Действительно, это один из современных трендов, но это не, по сути, единственный тренд, или в рамках которого можно осуществлять инновационную деятельность образовательными организациями, в том числе и в нашей республике. Исходя из представленных направлений, мы также можем сказать, что, по сути, тот перечень направлений инновационной деятельности, который регламентируется приказом Министерства 2017 года, также может быть усовершенствован и дополнен теми направлениями, которые считаются в настоящий момент актуальными. Для чего я это говорю? Как раз я говорю для того, чтобы мы с вами понимали, на каком этапе, собственно, развития, так скажем, инновационной деятельности в нашей республике мы непосредственно в настоящий момент находимся, и что, в общем-то, в этом можно, собственно, изменить и нужно изменить. Если говорить о потенциальных формах РИП, которые, опять же, обращаю ваше внимание, на мой взгляд, не встречаются, в общем-то, в практике нашего субъекта, во-первых, это реализация в сетевой форме инновационных проектов, как здесь обозначено. То есть проект, разработка, апробация которого по конкретной проблеме предполагает объединение усилий нескольких образовательных организаций. В общем-то, у нас сложилось так, что по тематике развития инженерно-технического образования у нас занимались разные образовательные организации, по сути, выделив, может быть, какую-то образовательную организацию в качестве локомотива, можно было консолидировать усилия многих и, собственно, выйти на инновационные продукты и уже транслировать и активно распространять их на уровне хотя бы субъекта в данном случае, то есть хотя бы на уровне республики. Дальше. Не встречаются и пока не появлялись межмуниципальные инновационные проекты. То есть, конечно же, вопросы уже к специалистам муниципальных методических служб, потому что мы с вами понимаем, что у нас есть определенные, так скажем, сквозные проблемы, которые характерны, может быть, для, например, городских территорий, для сельских территорий и так далее, для территорий отдаленных, то есть для образовательных организаций, которые находятся в отдаленных территориях. И так далее, и так далее. То есть, по сути, это проект, разработка и апробация которого по конкретной проблеме предполагает объединение усилий нескольких образовательных организаций из разных муниципальных районов. Также это сообщество РИП, то есть региональных инновационных площадок, то есть создаются в целях совместной реализации инновационных проектов и инновационных программ.
и сообщество входит в состав региональной инновационной инфраструктуры, образует инновационные комплексы по тематике инноваций. В каждом сообществе входит региональная инновационная площадка, то есть держатели проекта, да, программы и, соответственно, соисполнители. Фактически подобных у нас сообществ тоже не образуется, не организуется, и, по сути, мы можем данную форму организации РИП рассматривать так же, как потенциальную. Кроме того, говоря, собственно, об использовании и трансляции инновационных продуктов, мы столкнулись сейчас, в общем-то, с ситуацией с тем, что у нас нет реестра ресурсов, созданных в рамках реализации проектов региональных инновационных площадок, которые прошли успешно в данном случае экспертизу. Что это означает? Что инновационные продукты, созданные в рамках деятельности региональных инновационных площадок, наверное, должны пройти, простите, пожалуйста, пройти экспертизу в рамках функции, в рамках деятельности РЭС, то есть Республиканского экспертного совета, для того, чтобы они могли получить в данном случае рекомендацию для распространения непосредственно на территории нашего субъекта, в общем-то, да, на территории республики. У нас есть инновационная карта инноваций, так скажем, да, инновационных образовательных учреждений, но она в основном носит информационный характер, но не демонстрирует те ресурсы, которые разработаны и созданы в рамках деятельности региональных инновационных площадок, так скажем, да, и которые могли бы использоваться образовательными учреждениями нашего непосредственно субъекта. Фактически данные потенциальные формы РИП также могут рассматриваться как, может быть, некий вариант совершенствования, да, так скажем, деятельности образовательных организаций и в целом в контексте их инновационной деятельности, ну, а также, может быть, непосредственно сподвигнуть некоторые муниципалитеты для, может быть, появления так называемых межмуниципальных инновационных проектов. Ну, уважаемые коллеги, нас становится чуть-чуть побольше, и, конечно же, мне хотелось бы обратить ваше внимание на следующее. Это формы диссеминации опыта РИП. Я озвучу их. Мне хотелось бы, чтобы вы, если внимательно следите за нашей встречей, с ними потенциально знакомились. И если вы являетесь представителем региональных инновационных площадок, то прошу вас в чате указать, какие чаще всего формы диссеминации, то есть обобщения, трансляции, представления опыта региональных инновационных площадок используются в вашей образовательной организации. Еще раз обращаю ваше внимание, что это мое обращение для представителей региональных инновационных площадок. Вы можете в чате писать и указывать только номер. Итак, широкое использование дистанционных форм диссеминации опыта РИП в данном случае – это размещение информации о деятельности РИП на сайтах образовательных организаций, образовательных порталах, профессиональных социальных сетях и так далее. Вот пока у нас в чате, конечно же, ничего нет, но нужно сказать, что, в общем-то, региональные инновационные площадки, у большинства из них имеется отдельная вкладка на официальных сайтах учреждений, где размещается, в общем-то, информация о деятельности региональной инновационной площадки, размещается информация и размещаются отдельные продукты, в общем-то, и в целом нужно отметить, что подобная форма диссеминации, она встречается в деятельности РИП Республики достаточно часто. Транслирование инновационного опыта, через участие в социально значимых мероприятиях регионального, федерального, международного уровня. Фактически нужно отметить, что региональные инновационные площадки, как я уже отмечал, да, они активны в этом отношении. Они активны в тех мероприятиях, которые проводит институт при поддержке министерства, в тех мероприятиях, которые проводит Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Они активны в транслировании своего опыта. В частности, мы предлагали в условиях пандемии такой вариант проведения, как онлайн-фестиваль региональных инновационных площадок, но, к сожалению, педагогическая общественность нашего субъекта, так скажем, не активно была в участии, в его, так скажем, присвоении, знакомстве даже с ним и так далее. То есть, по сути, это получилось мероприятие такое закрытое чаще всего, да? Хотя мы информировали образовательные учреждения о том, что у нас есть инновационный опыт, мы приглашаем вас ознакомиться и так далее. Поэтому нужно отметить, что
Вторая форма, которая здесь обозначена, наверное, тоже для наших региональных инновационных площадок также свойственна. Обмен инновационным опытом в рамках различных конкурсов профессионального мастерства. Нужно сказать, что специальных конкурсов для региональных инновационных площадок мы не проводили. Проводился лишь конкурс для присвоения статуса опорных школ, но это был самостоятельный конкурс, грантовый и так далее. И в целом, если в данном случае вот говорить об этой форме, то она менее, так скажем, представлена в практике инновационной деятельности и характерна для нашего субъекта. Также организация проведения конкурсов, выставок, презентаций, опыта работы и так далее. Как я уже говорил, у нас конкурсы, выставки в этом отношении минимизированы, но презентация опыта работы региональных инновационных площадок также осуществляется. Ну, во-первых, региональная инновационная площадка в соответствии с положением, она отчитывается как минимум 2 раза в год. И, как правило, один из подобных вариантов отчетов является у нас публичным, который осуществляется чаще всего либо в онлайн, либо в офлайн режиме. Институтом готовится непосредственно информация по итогам деятельности за календарный год региональных инновационных площадок на основе той информации, которую мы получаем от региональных инновационных площадок. Поэтому презентация опыта работы, она в этом отношении, конечно же, осуществляется. Мы можем вспомнить, когда, наверное, до 2016, если я не ошибаюсь, года, да, проводилась республиканская выставка инноваций в образовании. В данном случае, если подобный формат мы можем в данном случае, наверное, вернуть и рассмотреть это как потенциальный на 2022 год, но при этом сделать, может быть, не в режиме офлайн, а в режиме онлайн. То есть сделать именно такую вот выставку, условно говоря, достижений инновационной деятельности региональных инновационных площадок и при этом представить муниципалитеты. То есть в данном случае эту выставку представить уже вот как некий такой вот продукт, условно говоря, демонстрационный, информационный, может быть, даже обучающий, поскольку такие практики есть, мы можем взять за основу, например, те идеи, которые положены, например, используются на Московском международном салоне образования. Это очень интересный такой подход и так далее. Ну, говоря о других формах диссеминации, нужно отметить следующее. Тесное взаимодействие с сетевыми партнерами, общественностью и СМИ с целью позиционирования инновационной деятельности региональных инновационных площадок. Конечно, мы чаще всего представляем данный опыт в региональных, профильных изданиях, как правило, это «Образование в Республике Коми», но нужно отметить, что, возможно, региональные инновационные площадки транслируют итоги своей деятельности и позиционируют себя как региональная инновационная площадка в СМИ именно такого муниципального или регионального уровня. Вот. Фактически здесь мы можем говорить как раз о том, что, и это связано уже со следующей формой, то есть распространение инновационного опыта через публикации научно-методических изданий. Чаще всего, конечно же, нужно сказать, что представители РИП активны и в конференциях, и в семинарах, которые мы проводим и организуем при их участии. Но в этом отношении нужно отметить, что мы могли бы выйти на другой уровень, то есть на уровень уже федеральный, где могли бы позиционировать данный инновационный опыт в профильных непосредственно СМИ и так далее. Оказание методической и консультативной помощи образовательным учреждениям, приступающим к реализации опробированных региональной инновационной площадкой проектов и программ. Вот этот момент, наверное, по крайней мере, по тем отчетам, которые я анализировал, получал и так далее, не встречал ни разу. То есть фактически, поскольку мы говорим о том, что присвоение, так скажем, да, готового инновационного продукта, решения и так далее, по крайней мере, вот этой информации не было. Поэтому, говоря о формах диссеминации опыта региональных инновационных площадок, нужно отметить, что здесь мы также можем усовершенствовать, так скажем, да, данные формы, использовать их уже более, так скажем, разнообразно, для того, чтобы о деятельности РИП знали, конечно же, достаточно большое количество образовательных учреждений, в первую очередь нашей республики. Нужно отметить, что мы запланировали
в октябре, вот на следующей неделе, 25 октября, надеемся, что получится, а также в ноябре обобщение опыта региональных инновационных площадок, которые действуют, функционируют и которые уже завершили по ряду направлений. 25 октября мы планируем обсудить практики по обеспечению непосредственно достижения ключевой задачи, это повышение качества образования в данном случае. И, конечно же, нас интересуют вопросы, связанные с этнокультурным образованием, с воспитанием и с инженерно-техническим образованием и так далее. То есть вот эти вот темы мы планируем уже представить как опыт региональных инновационных площадок в ноябре и в декабре. Поэтому, если присутствуют на вебинаре представители региональных инновационных площадок, имейте это в виду, мы информационные письма обязательно для вас распространим. Также хочу обратить ваше внимание, это в меньшей степени относится к региональным инновационным площадкам, а в большей степени к опорным школам. Хотя нужно отметить, что у нас технический лицей имени Рассохина как раз был в двух статусах. И опорные школы в данном случае, и региональные инновационные площадки. Да? Он, собственно, продолжает и так далее. Вот. По сути, у нас, как я уже говорил, да, региональные инновационные площадки выступают такими локомотивами и драйверами развития нашей системы образования. Ну и помимо, да, еще и федеральные инновационные площадки, и также муниципальные инновационные площадки, о которых мы уже говорили в самом начале нашего вебинара. Так вот, говоря как раз об опорных школах, в декабре запланировано проведение итоговой конференции, где будут, собственно, подведены основные итоги реализации проектов. У нас 7 опорных школ, которые будут непосредственно активно принимать участие в работе данной конференции. Относительно продуктов инновационной деятельности, ну, я еще раз хочу обратиться к участникам вебинара. Если вы являетесь представителем региональных инновационных площадок, то относительно вот той нумерации, которая представлена, да, можете указать в чате, какие продукты инновационной деятельности создаются образовательными организациями в целом и какие из них, в общем-то, транслируются хотя бы на уровне, может быть, города, да, муниципалитета и так далее. Но к числу продуктов инновационной деятельности, уважаемые коллеги, мы понимаем, что это не полный перечень, но, по крайней мере, хотя бы, мы можем отнести методические и практические пособия, которые представляют собой, например, методические рекомендации и так далее. Да? Как правило, они, конечно же, должны, наверное, иметь какой-то обобщенный характер, не носить локальный, так скажем, для какой-то частной темы и прочее. И, естественным образом, могут быть широкого применения либо для определенной группы образовательных учреждений. Диагностические материалы. На самом деле нужно отметить, что спрос на диагностические материалы, особенно, например, в сфере воспитания, в сфере управления и так далее, поскольку достаточно много таких методик есть, например, в области психологии, в области, например, педагогики и так далее, да, но не всегда они, может быть, доступны для оценки, например, каких-то определенных, так скажем, состояния образовательной среды, может быть, коллектива и так далее, и так далее. То есть вот все эти моменты, конечно же, они в этом отношении становятся достаточно актуальными. Пакеты нормативных документов, которые фактически могут быть использованы как некоторые клише для, допустим, запуска каких-то управленческих процессов, регулирования процессов контроля и так далее. Это тоже в меньшей степени непосредственно представлено и как-то транслируется, хотя это тоже очень-очень важный, так скажем, продукт инновационной деятельности. Такие пакеты у нас создавались в рамках функционирования образовательных организаций в статусе РИП, которые занимались, в частности, внедрением среднего общего образования в данном случае. Да, у нас были такие образовательные организации, у которых есть очень хороший опыт внедрения в данном случае на старшей ступени, ФГОС и так далее. Да? Но мы понимаем с вами, что это было актуально несколько лет назад. Программа повышения квалификации. И здесь в данном случае инициатива может как раз исходить от БРИП, то есть от опыта в данном случае их методического сопровождения педагогических кадров, так скажем, да, по освоению какой-либо технологии, методики и так далее в целом. Да. Образовательные программы
адаптивная, основная и так далее, то есть по тем типам программ, которые у нас представлены в законе об образовании и прочее. Это сборники методических материалов, которые представляют собой, ну, может быть, результаты самых разных, например, конференций, форумов и так далее, которые могли бы быть также интересны образовательным учреждениям, да, по итогам деятельности образовательных организаций в статусе РИП. Ну и монография, конечно же, если у нас научный руководитель в этом отношении, может выступить научным консультантом, научным редактором и действительно представить вот коллективные, наверное, монографии в этом отношении о деятельности региональных инновационных площадок. Как мы с вами понимаем, да, также продукты инновационной деятельности косвенно, в данном случае это тоже характеристика нашей системы инновационной деятельности образовательных организаций, представлен достаточно узким набором и, по сути, используем и транслируем непосредственно в нашей системе. Сейчас мне хотелось бы перейти на другой вопрос. Это уже вопрос, который связан с конкурсным движением. Буквально еще несколько, может быть, минут я хочу обратить ваше внимание на них, поскольку основная часть, которая связана с деятельностью и с оценкой деятельности региональных инновационных площадок, с определением перспектив, в общем-то, обновления модели, так скажем, да, у нас завершена. Нужно отметить, что мы подобные вопросы предлагали в рамках 2 конкурсов. Это лучшая управленческая команда образовательной организации Республики Коми, где были предложены оригинальные решения. Вы можете посмотреть по ссылкам, какие, собственно, идеи предлагались и так далее. И также на республиканском конкурсе «Лучший директор школы», где также в рамках уже работы проектных групп были сформулированы предложения по, в общем-то, обновлению, по совершенствованию существующей системы инновационной деятельности образовательных организаций. Итак, конкурс, который уже получил широкую огласку в СМИ федеральных, в первую очередь, конечно же, да, и в мессенджерах и так далее, это флагманы образования, это общее его название, вы видите, да, здесь представлено на слайде. Но мне хотелось бы обратить ваше внимание на его один из, так скажем, конкурсов, это флагманы образования школа, да. Нужно отметить, что 7 октября 2021 года в Московской школе 1253 состоялся запуск нового масштабного проекта. В этот конкурс входит 4 трека. Первое – это флагманы образования школы, то есть нацелено на управленческие команды образовательных учреждений, директоров, заместителей, директоров, классных руководителей. Также нужно отметить, что второй трек – это флагманы образования муниципалитет, где между собой будут соревноваться управленческие команды муниципальных органов управления образованием, то есть руководители и их заместители, руководители структурных подразделений, руководители образовательных учреждений. Далее, это третий трек «Флагманы образования регион», нацелено на управленческие команды региональных органов управления образованием, то есть руководителей, их заместителей, руководителей структурных подразделений, ректоров институтов развития образования, директоров педагогических колледжей и прочее, прочее. И четвертый трек, он связан с флагманами образования студентов. Мы с вами понимаем целевую группу и так далее. Информацию об этом конкурсе мы уже размещали в анонсах на сайте института, но мне хотелось бы обратить ваше внимание. Во-первых, здесь есть ссылка. Во-вторых, вы можете, задав в поисковой строке название конкурса, выйти на официальную его страницу. Так вот, до 30 ноября осуществляется регистрация команд, которая включает в себя 4 сотрудника, если мы говорим об этом конкурсе. Флагманы образования школы. То есть в данном случае это директор или его заместитель, также его заместитель, то есть может быть тогда 2 заместителя вместо директора, и 2 классных руководителя. В прошлом году у нас принимало более 150 педагогов в конкурсе «Учитель будущего». Так вот, как раз вот платформа ОСИ, да, она запускает в данном случае в этом году данный конкурс «Флагманы образования». Поэтому я приглашаю и призываю вас принять активное участие. Вы видите, что здесь у нас достаточно большое количество возможностей. Это и уровень муниципалитета, и уровень образовательной организации, и уровень, конечно же,
региона и студентов и так далее. Нужно отметить, что мы проводили подобное анонсирование конкурса «Лучший директор года России», и нужно отметить, что от Республики Коми, к сожалению, приняло участие всего лишь 2 директора. Надеюсь, что на следующий год активность у нас повысится, и в том числе активность по этому конкурсу тоже будет высокая. Конкурс, который охватывает в данном случае самые разные, так скажем, да, педагогические профессии и разные уровни образования. Это и дошкольное образование, общее, и профессиональное, и дополнительное, и так далее. Всероссийский конкурс педагогических работников «Воспитать человека». Нужно отметить, что регистрация завершается 20 октября, и поэтому, если кого-то заинтересовало в данном случае участие в этом конкурсе, вы видите также ссылку, и вы можете проинформировать педагогических работников в целом и принять активное участие в данном случае, в том числе и в нем. Конкурс, который был объявлен с 5 октября в преддверии Международного дня учителя, это учителя TikTok. Ну, как бы мы к нему не относились, но в целом Министерство просвещения, оно поддержало в данном случае эту идею. Ну, что нужно отметить, что участникам конкурса предстоит подготовить короткие видеоролики с хэштегом «Учителя TikTok» и продемонстрировать свой творческий потенциал, неординарность и умение емко излагать мысли. Ну, а члены жюри, в состав которого войдут представители и платформы, и Минпросвещения, будут оценивать участников в 3 номинациях. Это самый креативный учитель, лучший познавательный видеоролик и учитель открытия. Принять участие, как вы видите, можно с 5 октября по 5 ноября. А также в поисковике вы можете найти всю информацию по этому конкурсу и, соответственно, те педагоги, которые хотят принять активное участие в нем, естественным образом могут это сделать. Следующий конкурс – это конкурс «Лучшие цифровые практики в школьном непосредственном образовании». Вы видите, что здесь также есть ссылка на сайт конкурса. Нужно отметить, что регистрация на этот конкурс также у нас осуществляется до 20 октября, поэтому времени практически нет. И те и региональные инновационные площадки, и те общеобразовательные учреждения, которые имеют опыт, так скажем, да, развития цифровой школы и так далее, могут принять активное участие в этом конкурсе. Хотя, хочу обратить ваше внимание, времени остается очень и очень мало. Конкурс Cambridge English Teacher, мы понимаем, адресность, да, то есть это учителя, конечно же, английского языка. В данном случае здесь нужно отметить, что конкурс проводится по 24 декабря, и также, пройдя по ссылке, которая обозначена, например, на этом слайде, который будет представлена в информации о сегодняшнем вебинаре, можно ознакомиться непосредственно с самим конкурсом и принять в нем активное участие. Также Минпросвещение информирует еще, и мне хотелось бы тоже вас проинформировать о проведении конкурса «Урок с использованием лего-технологий», то есть российский конкурс педагогического мастерства. Вы видите также ссылку на него. Участие в этом конкурсе бесплатное. И здесь представляются, конечно же, разработки с использованием лего-технологий уроков разных типов для разных классов и так далее, с 1 по 8 класс и прочее. Ну, конечно, вы можете заметить, что в основном конкурсы ориентированы на педагогов общеобразовательных учреждений. Но на следующем слайде мне хотелось бы также показать, что, конечно, в настоящий момент ссылок на всероссийские дистанционные конкурсы, в том числе и для педагогов, для воспитателей, да, так скажем, тоже достаточно много. Вот некоторые ссылки, так скажем, есть на эти конкурсы, поэтому региональные инновационные площадки, которые у нас представляют дошкольные образовательные учреждения, также могут активно принимать участие в этих конкурсах. И нужно отметить, что наши все региональные инновационные площадки, в том числе я имею в виду не только школу, не только СПО, не только дополнительное образование, но и дошкольники, активны во всех процессах инновационной деятельности, которые организуются в республике. Буквально еще несколько слайдов. Информационное сопровождение региональных инновационных площадок осуществляется на сайте в соответствующем
разделе. Это раздел «Проект региональной инновационной площадки». И пока это представлено 4 блоками, то есть здесь нормативно-правовая база, где представлены, в общем-то, те документы, которые можно использовать для подготовки проектов документов. Здесь представлены документы о присвоении статусов и так далее, проекты, конкурсы и материалы семинаров, а также вебинаров. Ну и контакты. Во-первых, контакты секретаря Республиканского экспертного совета для тех, кто хочет непосредственно подать уже какую-то определенную программу и так далее. Да? Но при этом вы можете обратиться непосредственно и к специалистам Центра научно-методического сопровождения инновационной деятельности, конкурсного движения программ проектов в области образования. Так это в данном случае наш центр называется с 2021 года. С осени 2021 года. Мы можем осуществить консультирование при необходимости или проинформировать, каким образом можно подать соответствующие документы для присвоения статуса РИП, либо непосредственно для присвоения статуса авторской программы. По этому поводу у нас были отдельные вебинары, и ссылки на них мы также непосредственно разместим в информации по сегодняшнему вебинару. Итак, уважаемые коллеги, я благодарю вас за участие в информационном совещании с руководителями региональных инновационных площадок. Я хочу обратить ваше внимание, что оно было посвящено рассмотрению следующих моментов, следующих аспектов. Это современные тенденции организации инновационной деятельности образовательных организаций и основные формы диссеминации опыта РИП, где мы выяснили, что характерно и свойственно для инновационной инфраструктуры нашего субъекта, какие тенденции в инновационной деятельности образовательных организаций мы должны в данном случае нивелировать, учесть, и какие тенденции, рассматриваемые как современные в настоящий момент, мы должны, конечно же, обязательно учесть и включить, наверное, в усовершенствованные документы, связанные с сопровождением подобной деятельности. Ну и вторая часть, она касалась больше, так скажем, информирования о тех профессиональных конкурсах, в которых могут принять участие региональные инновационные площадки и все образовательные организации до конца 2021 года. Почему мы говорим это на сегодня для региональных инновационных площадок? Я хочу еще раз обратить ваше внимание, что наши региональные инновационные площадки являются самыми активными участниками всех конкурсов, которые проводятся на уровне республики, и в том числе на уровне федерации. Думаю, что на этом мы с вами нашу встречу сегодня завершим. Если у вас останутся вопросы, я предлагаю вам написать или позвонить в данном случае по тем телефонам и по тем адресам, которые здесь обозначены. Ну а на сегодня это все. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго и до свидания.